Добрый день, это Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Уберечься от удара стихии власти Якутии заявили, что более чем 90 поселениям нужны сооружения для защиты от паводков. Особое право при приеме на обучение детям-сиротам хотят дать бессрочную льготу для поступления в вузы. Вкусы Якутии. Стейк из якутской говядины получил золотую медаль выставки «Петерфуд-2020» в Санкт-Петербурге. Власти российских регионов получат полномочия по организации тушения природных пожаров. Такой законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении на одном из ближайших заседаний осенней сессии. Законопроектом вводятся понятия «ландшафтный природный пожар» и «лесной пожар», четкие определения которых в настоящее время на законодательном уровне отсутствуют, говорится в пояснительной записке. Также этот документ уточняет основания для внеплановых проверок органов местного самоуправления при введении особо противопожарного режима, причем они будут проводиться только в отношении населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров и других природных пожаров. Их перечни регионы утвердят сами. Сооружения для защиты от паводков необходимо построить в более чем 90 населенных пунктах Якутии, сообщается на сайте регионального министерства экологии. По данным ведомства, в республике утвержденный МЧС России список внесенных 128 населенных пунктов как попадающие в зоны затопления. Их население составляет в общей сложности более 160 тысяч человек. Строительство защитных сооружений требует больших финансовых затрат. Средства предоставляются из федерального бюджета в виде субсидий. В этой связи правительством республики ведется работа с федеральными министерствами и Госдумой в части внесения изменений в законодательство России, которое запрещает капитальное строительство в зонах затопления, добавили в ведомстве. В России официально введут единый номер 112, по которому можно будет вызвать любую из экстренных служб. Правительственный законопроект рассмотрит Государственная Дума. Благодаря этой инициативе Кабмина будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы вызова экстренных оперативных служб по стране. К другим темам. Особое право детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в российских вузах в пределах установленной квоты предлагают сделать бессрочным. В действующем законе закреплена норма, согласно которой вузам надлежит выделять 10% от общего количества бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета для детей-инвалидов, также инвалидов первой и второй групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Квота предполагает, что перечисленным гражданам для поступления на бюджет нужно набрать хотя бы минимальное количество баллов за вступительные испытания. В этом случае они получат возможность зачисления в вуз. МВД России в течение 3 лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Идея создания информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан, была озвучена главой МВД Владимиром Колокольцевым еще в 2014 году. В перспективе эта система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспорта, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам. Полигон бытовых отходов открыли на территории акционерного общества РНГ недалеко от села Тасюрях в Мирнинском районе. Помощь местным властям в утилизации – часть социально-экономической программы компании. О проектах промышленников расскажет наша коллега Анна Винокурова. Полигон ТБО открыт! Поздравляем всех! Хочешь заехать на полигон – пройди весовой контроль. Именно это и делает большой груз. Полигон площадью более 2 гектар акционерное общество РНГ построило на восточных блоках Среднебатубинского месторождения недалеко от поселка Тасюрях.
На территории полигона несколько площадок под бытовой мусор, загрязненную почву и жидкие производственные нефтяные отходы. Экологические и санитарные требования для этой площадки нефтяники учли еще во время проектирования, чтобы в будущем не навредить окружающей среде. Здесь установили инсинераторную установку. Это оборудование для сжигания мусора. Те отходы, которые не подлежат сжиганию, они пластами складируются и засыпаются грунтом, который здесь у нас тоже находится на полигоне. Ну а все остальное это бытовые, пластик, дерево и все, что остается после жизнедеятельности человека, это все уходит на инсинераторную установку. Строили полигон по новейшим стандартам. Компания РНГ закупила сертифицированное оборудование, обеспечила противопожарную и противоаварийную безопасность. Полигон твердых бытовых отходов предназначен для утилизации не только мусора компании РНГ, но и для нужд Мирнинского района. Здесь будут принимать на утилизацию отходы села Тасюрях. Для твердых бытовых отходов Тасюряхи предусмотрят отдельный объект. Жители поселка создадут график, и по определенным дням машина РНГ будет забирать отходы на безвозмездной основе. Компания РНГ в целом участвует в социально-экономическом развитии нашего села Тасюрях. И вот объекта полигон ТБО, конечно же, будет способствовать и вообще поможет нам в создании комфортной жизнедеятельности нашего населения. Сегодня проблема утилизации мусора актуальна по всей России. Алмазный край не исключение. Мирнинский район давно нуждался в современных полигонах. Площадка на Среднебатубинском месторождении станет примером для других компаний и населенных пунктов. Можно сказать, что у нас один из первых здесь, благодаря акционерной компании РНГ, построен современный, новый, отвечающий всем требованиям полигон твердых бытовых отходов. Следующая большая у нас работа – это по строительству нового полигона твердых бытовых отходов для Мирного, Чонинского наслега и поселка Алмазный. Проектные работы сейчас выполняются, мы попали в федеральную программу, и в ближайшие несколько лет этот новый современный тоже полигон должен быть построен. Вопрос сохранения экологии для РНГ – одна из приоритетных задач. Компания РНГ остается верна своим принципам и продолжает ответственно вести свою деятельность во взаимодействии с местной администрацией. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Работу педиатров сегодня осложняет интернет. Начитавшись статей от некомпетентных авторов, взрослые часто выстраивают свою схему лечения для чада и ставят под сомнение вердикт профессионалов. Врачи, конечно же, против такого подхода. Лучше довериться специалистам. С ленскими медиками беседовала наша коллега Олеся Васева. Момент торжественный и важный. Здесь встречают нового человека. Для родителей Алены и Анатолия Будко малышка Вероника – второй ребенок. Для сотрудников роддома 300-й в 2020 году. Здесь, в этих стенах, первые дни жизни Кроха проводит не только рядом с мамой, но и с педиатром. Мягкий подход, но жесткий характер. Дмитрий Овечкин – единственный педиатр-мужчина в коллективе клиники матери и ребенка. Общий язык с маленькими пациентами находит сразу. Куда сложнее с родителями. Не все правильно понимают задачу врача-педиатра. Приходят, когда ребенок уже заболел. Необходимость постановки, допустим, прививок, то есть проведения вакцинации. Поэтому приходится объяснять, и очень, конечно, сложно некоторым родителям объяснить необходимость всей этой профилактической работы, чтобы не допустить того, чтобы ребенок заболел. В Ленской клинике со здоровьем детей следят 5 участковых педиатров, специалисты с внушительным опытом, стаж от 15 до 20 лет. Год назад сюда пришла Варвара Варламова, ежедневно принимает детей в кабинете. Первый прием помнит до сих пор. Было страшно, конечно, потому что ты сидишь уже как врач, а не как стажер. Думала, что я диагноз какой-то другой поставлю или что-то упущу. Страх был в этом. Теперь о первых страхах уже и не вспоминает. Некогда. Целая очередь малышей ждет компетентного мнения врача. Другое дело доверие родителей, которые порой уверены, им лучше знать, какие лекарства нужны ребенку. И тогда приходится, как говорится, лечить всю семью от неуверенности и чрезмерного волнения. Очень трудно современным
жизни, когда все почти про все знают, с этим интернетом, все как бы уже осведомлены о том, что такое болезнь, что такое, как протекает, лекарство. Весь этот год педиатры остаются на передовой, борются с коронавирусом. В таких условиях ежедневные выезды к больным детям – угроза заражения, ведь малыши остаются бессимптомными носителями COVID-19. Но для врача, который любит детей, такой риск отходит на второй план. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Якутия может стать столицей всероссийской акции «Тотальный диктант». С какими городами и странами республика борется за это звание? Сюжет Дмитрия Тымырова. Тотальный диктант в нашем регионе проводится с 2013 года. В первой акции приняли участие 750 человек. Тогда желающие писали всероссийский диктант на 2 площадках. Сегодня эта цифра увеличилась в разы. Почти каждый район Якутии ежегодно открывает свои площадки, чтобы присоединиться к всероссийской акции. За прошедшие 7 лет участие в тотальном диктанте приняло свыше 8 тысяч человек разных возрастов, национальностей, профессий, объединенных под одним девизом: «Быть грамотным – это модно». Организаторы акции в этом году запустили голосование за право носить имя столицы тотального диктанта. Всего в голосовании представлены 3 зарубежных города и 10 российских, среди которых заявлена и столица республики, город Якутск. Голосование будет проходить до 24 ноября на официальном сайте акции totaldict.ru. Отдать свой голос может любой желающий. Это можно делать каждый день. Глава республики Айсей Николаев призвал жителей региона поддержать Якутию в этом голосовании. Столица нашей республики может стать главной площадкой прекрасного российского проекта «Тотального диктанта». Он пройдет в 2021 году. Наш город, читающий, грамотный, достойный стать столицей любого интересного проекта. И зависит это только от нас с вами. Отметим, сегодня в голосовании наш регион находится в 5 лидеров, и эту позицию жители республики могут закрепить и улучшить, отдав свой голос нашей столице. Если Якутск одержит победу, то это станет еще одним импульсом для развития нашего города. Ведь победа обеспечит дополнительную возможность для продвижения имиджа и бренда Республики Саха-Якутия. Кроме того, в этом случае в Якутск прилетит автор текста «Тотального диктанта 2021», популярный российский писатель Дмитрий Глуховский. Он хорошо известен аудитории благодаря серии постапокалиптических романов «Метро-2033», «Метро-2034», а также обширной книжной серии «Вселенная Метро-2033», в художественное пространство которой, кстати, включена Якутия как место обитания снежного человека. Акция «Тотальный диктант» ежегодно объединяет несколько слоев населения, людей от 7 лет и до самого пожилого возраста. В различные годы отличниками этой акции становились многие учителя республики, аппарата правительства региона, правоохранительных органов, банковского сектора и другие. Так что сегодня Якутия по праву может стать столицей тотального диктанта. Еще раз напоминаем, голосование проходит на официальном сайте totaldict.ru. Поддержи Якутию в этом проекте. Дмитрий Тымыров, Якутск. Стейк из говядины аборигенной якутской породы скота был оценен золотой медалью международной продовольственной выставки под названием «Петерфуд-2020» в Санкт-Петербурге. Мраморное мясо якутской породы скота обладает не только высокими вкусовыми качествами, но и полезными свойствами. Содержит вещества, которые препятствуют образованию холестерина и обладает антиканцерогенными свойствами, говорится в сообщении. Помимо мяса, предприятие «Якутский скот» представило на конкурсе «Наша марка» сливочное масло. Как рассказали специалисты компании, всего в конкурсе приняли участие около 100 продуктов, из них 37 удостоены золотых и серебряных медалей. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24, будьте всегда в курсе вместе с нами, берегите здоровье, носите маски.